Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше заседание. В рамках консервативно-аналитического клуба. И сегодня мы хотим обсудить вопросы, которые в свое время недавно поднимал Яков Рабкин по поводу миграционной политики Израиля и многих других, как говорится, стран. И на цифровой истории, конечно. Да, у Егора Яковлева была эта передача небольшая. Поэтому вот даем слово Игалу Львовичу Ягуде, что он, как он понимает эти вопросы и что кроется вот за вот этими иммиграционными потоками, которые происходят по всему миру, ну, во многих странах, по крайней мере. Всех приветствую. Ну, на самом деле подход уважаемого профессора истории Монреальского университета Якова Рабкина, который увидел в сионистском проекте вариант поселенческого колониализма. Я с ним тут в корне не согласен. В чем дело? Дело в том, что это, конечно, в рамках общей глобальной колониалистской политики империализма, сионистский проект, но он занимает свое место в определенной категории, которую, собственно, можно очень четко дефинировать, идентифицировать трех проектов европейских держав, сейчас мы узнаем каких, по вбиванию гвоздей или, скажем так, вбиванию плацдармов в исламский мир, не мусульманских плацдармов. И если мы проанализируем вот эти три проекта, мы увидим множество интереснейших моментов, где они сообщаются друг с другом, где они непосредственно контактировали, это второй и третий проекты. Сейчас мы узнаем, что это за они. И мы увидим, что родимое пятно всех этих проектов – это европейские, да, колониальные державы и европейская идея национализма и оголтелого шовинизма. Эти проекты – Армения, Ливан, не мусульманский Ливан, и сионистский проект. Понятно, что сионистский проект, он в основном в мировых заголовках. И совершенно люди, в общем-то, не в курсе ни истории недавней, ни начала, ни истоки этого. И поскольку, ну, всем нам как бы ближе всего проблематика, конечно, она мировая, не локальная, как Ливана и место Армении в Южном Кавказе, Закавказье, именно чтобы лучше понять, откуда растут корни, ноги и т.д. сионистского проекта, будет очень полезно нам ознакомиться и с теми двумя. И начнем в двух напрашивающихся порядках. Во-первых, с севера на юг, и во-вторых, хронологически. Первым является армянский проект. И отправной точкой надо считать Вестфальский мир. Вестфальский мир – это было такое первый, можно сказать, международный дипломатический конгресс, как потом все слыхали. Там, Венский, Парижский, ну и вплоть до Ялтинской конференции. Да? А первый опыт – это Вестфальский конгресс. Он завершил внутриевропейские войны, где насмерть дрались друг с другом протестанты, и внутри протестантов лютеране с кальвинистами, и католики с ними всеми, и державы, которые были оголтело те или иные, как Священная Римская империя, так называемая, ну, где правили немецкие, скажем, так сказать, германские императоры, и, например, Швеция, оголтело протестантская, против католиков. Вестфальский мир, Вестфалия – это район Германии определенный, в двух городах. Все, решили, больше мы, европейцы, друг друга не ненавидим, друг друга не режем так особо, чтобы
и мы должны задуматься, что у нас одна цивилизация, наша европейская. Это, собственно, был момент осознания единства европейской цивилизации в противостоянии остальному миру. Ну, собственно, остальной организованный мир, это был исламский мир. Даже в двух городах, Мюнстер... А Россия? Сейчас. Мюнстер это город католический, потом, кажется, Остбрюкен был город преимущественно протестантский, и в двух городах одновременно, чтобы никому не было обидно, подписали эту серию соглашений. Ну, Россия была к тому моменту достаточно великой державой, ископаемое топливо пока что не было в мировых приоритетах, угля хватало и в Англии, и в Германии, чтобы топить зимой, и там всякие другие цели. Они особо не заморачивались Россией, пытались ее поклевать местами. Еще Иван Грозный, мы знаем, как красиво посылал английскую королеву, пройдясь по ней очень не политикал корректным образом. А вот исламский мир состоял из трех мощных империй. Османская империя, Иранская империя, империя великих моголов. Ну, моголы это, понятно, слово монголы. То есть это опять-таки были тюрко-монгольские правители, которые, собственно, принесли ислам в Индию. И, в общем-то, если бы не активная европейская колонизация Индии как раз со стороны, значит, индуистской, языческой, идолопоклоннической, то, скорее всего, точно так же, как авраамические религии вытеснили в Западной Европе язычество западноевропейское, в Южной Европе язычество южноевропейское, там остались то, что европейские народы считают сокровищницей культуры, там мифы, легенды, да, значит, Древней Греции, которые в советском издании были подредактированы так чудесно, что вообще там ни педофилии, ни педерастии, ничего такого. Что было вообще знаменем той цивилизации. И точно так же, как язычество иранское и тюркских кочевников было вытеснено, и балтославянское язычество было вытеснено христианством, исламом. И, в общем-то, то же самое происходило на просторах Индостана. Собственно, можно сказать, что английская колонизация действительно остановила исламизацию Индии. И, ну, в скобках отметим, тот, кто думает, такой милый индуизм, йога и т.д. Йога могла остаться как легенды и мифы и т.д. Ну, например, при англичанах еще в 19 веке, когда хоронили Махараджу, чиняли дикое массовое убийство, сожжение женщин на костре. Каждая женщина и девочка, которая, значит, причастилась интимной близостью с этим Махараджем, значит, ее сжигали живьем. Вот такие чудесные, значит, обычаи, которые мусульмане не дошли уничтожить. На севере Индостана и, собственно, вот даже Бангладеш на юго-востоке Индостана, там это все, значит, осталось в далеком страшном прошлом, уже к тому времени. И вот европейские державы стали смотреть, где бы что бы, но про Россию не забывали. И тут с Россией были двойственные отношения. С одной стороны, противостояние, естественно, за влияние в торговле, за ресурсы. И с другой стороны, и где-то совместное противостояние с мусульманским миром. Скажем, когда Россия воевала с Турцией в 18 веке, европейские державы более или менее держали ей кулаки. И фактически так дело обстояло до самой Крымской войны, где уже нашла коса на камень, и Турцию, ослабевшую, потащили воевать с Россией. Обратили свой взор христианские миссионеры, именно миссионеры, отметим этот момент, потому что дальше, когда мы будем говорить о третьем проекте, мы увидим, что, собственно, сионистский проект, он зарождается в среде протестантских миссионеров. Значит, обратили свой взор на армян. Древнехристианский народ, рассеянный на просторах севера Ближнего Востока, собственно, в Анатолии, на территории Персии,
Ирана, как они там себя называют, в разные периоды по-разному. И, да, народ, подвергавшийся гонениям, ну, в общем-то, не больше, не меньше, чем просто население подвергалось гонениям, например, там, определенный персидский шах, уступив в дикой бойке Османской империи, друг с другом мусульманские державы воевали, не хуже, чем европейские друг с другом, так сказать. Войну за интересы никто не отменял, и тем более этническая разница между тюрками, между персами. В Иране правили тюркские династии, что еще больше озлобляло, собственно, персов, которые по-любому были основной частью населения. И было переселено громадное количество населения уходящими персидским войском, всех подряд. И мусульман, и иудеев, в том числе армян в большом количестве, на территорию Ирана из Южного Закавказья. К примеру. Был такой отец Флерье, где-то в начале 18 века, который активно занялся подъемом национального самосознания армян, причем он ставил целью обратить их в католичество. И возможно, что ему это удалось в больших размерах, чем как бы сегодня это знают. Ну, действительно, существует армяно-католическая церковь, она небольшая. Возможно, в какой-то момент он имел больший успех. И, конечно, то, как сегодня азербайджанцы говорят, почему называется главный патриарх армян католикосом, потому что он признал римского папу, это, конечно, ерунда. Это греческое слово, и, собственно, и у православных тут у нас есть выражение кафоликия, да, так, сборник очень ценных межконфессиональных конференций, которые имели место у нас в республике. К сожалению, последняя прошла в 2013 году, назывался «Кафоликия». Да? Но так или иначе он писал, что надо особое искусство, чтобы окатоличить армян, объясняя им, какие они замечательные, и не давая виду, что мы-то знаем, какие они страшные еретики и раскольники. Ну, армяне, они, собственно, разновидность монофизитской церкви, это древнейшая, собственно, восточно-христианская церковь. Дальше будем говорить о втором проекте ливанском. Марониты, они, собственно, тоже относятся именно к этой самой, значит, церкви. Ну, несторианская называется ее восточный вариант, армянский называется армянской церковью, апостольской, армяно-григорианской. И марониты называются марониты, западная монофизитская церковь. Например, скажем, была такая Кавказская Албания. Там были всяческие народы, в основном автохтонные кавказские народы, горские, удины там. И вот они имели свою христианскую церковь, которая, по сути, была разновидностью восточной церкви стандартной. Ну, как бы греческой, да, или то, что мы называем православной. А армянская монофизитская. И вот французы начали потихоньку смотреть, как бы им вербовать среди армян своих, выражаясь сегодняшним языком, агентов влияния. Очень интересно в этом плане личность такая была, авантюрист знаменитый Исраэль Ори. Ну, армяне называют именами непосредственно с Ветхого Завета, все какие там есть. Есть армяне, которые зовут Аскиназ, это не значит, что они имеют какое-то отношение к ашкеназским евреям, да. Есть армяне, которые зовут Арам, это тоже просто имена, да, имена персонажей. Исраэль Ори, который набивался в друзья российскому двору и императору Петру более или менее успешно. Ну, в какой-то момент выяснилось, что он, собственно, собирал разведданные. Спутников не было, юного. Разведданные было первейшее дело, да. Ну, и это очень обескуражило, конечно, россиян, когда они это обнаружили. Ну, и все под теми же разговорами, давайте мы, христиане, будем вместе против этих самых турок. Так или иначе, Россия потихонечку в рамках своей имперской экспансии, ну, Россия, да, не была колониальной державой, это верно. То есть такие гримасы колониализма западного не было. Ну, Россия по-простому была тоже, конечно, империей, которая проводила экспансию свою, да.
сказать, Россия, царская Россия не была тюрьмой народов, как учили в советское время, но, конечно, она и не была толерантным мультикультурным государством, ну, в теоретическом плане даже и не как Турецкая империя. В практическом плане с поправкой на более такие европейские продвинутые порядки, ну, она была, возможно, более толерантна. В теории нет. Ну, почему, например, коренные жители Средней Азии или Кавказа назывались инородцы? Это ведь абсурд. Так. Одним словом, начали обращать внимание на армян потихонечку. А армяне, которые были населением, ну, и сельским, собственно, в исконных районах проживания своих, в Анатолии и в Южном Закавказье, где они нигде не составляли уже, скажем так, в середине 18 века большинство никак, всюду были меньшинством, были крестьяне, но зато очень многие расселились в городах и были влиятельной прослойкой. Более того, в Стамбуле тоже и занимали государственные должности различные. И, как мы отметили, что, в общем-то, Турецкая империя вполне признавала в соответствии с канонами ислама, значит, право христиан, иудеев исповедовать свою религию, ну, с известными, как говорится, моментами. Например, там, большее налогообложение, которое тоже где-то соблюдалось так, где-то иначе, ну, как все такие вещи. Никто не запрещал строить ни церкви, ни синагоги, не занимать недуховные государственные должности и т.д. Где-то в 20-х годах 19 века был заключен Туркменчайский мирный договор между Россией и Персией. Буквально в рамках этого договора Российская империя начала переселять армян в земли Южного Закавказья. Там, где якобы располагалась историческая Армения. Фактически был большой перерыв, громадный перерыв между тем, что считают древними армянскими государствами, которые, собственно, завершаются принятием христианства, созданием письменности, т.д. современной армянской. И временем, когда, можно сказать, начинается ренессанс армянского национально-религиозного самосознания. Ну, скажем, центр армянской церкви, Эчмиадзин, или там оно немножко иначе произносится, Эчмиацин, это значит явление единородного, ну, слово Миацун, кто интересуется закавказскими событиями, наверное, знает, да, попытки аннексии Карабаха Армении. Вот. И вот в этот самый Эчмиацин с разрешения соответствующего хана, который там правил, где-то в 15 веке была перенесена как центральная такая усадьба, резиденция армянской церкви. Спустя 1000 лет. Это самое место. Армяне далеко не расселялись по свету. И как-то, значит, географически помнили места своего старого проживания, какого-то, значит, на заре своей истории, как армянского христианского народа. И, собственно, начинается где-то параллельно европейскому ренессансу вот такой, как бы, армянский ренессанс. Вполне с одобрения мусульманских властителей, между которыми были проблемы между собой периодически. Это да. Начинается переселение армян из Персии в Южное Закавказье. Параллельно начинается аккуратное, но как бы административный ресурс, как мы знаем, большое дело. Те земли, на которые массами переселялись армянские переселенцы, выдавливание местного мусульманского тюркоязычного населения. Ну, их называли по-простому закавказские татары Российской империи. То, что сегодня называется азербайджанцами. Естественно, разговоры о том, что Азербайджан придумали в Советском Союзе, это ровно как разговор о том, что Украину придумали в австрийской разведке, да. Значит, Пушкин много раз употребляет именно выражение Украина до того, как в австрийской разведке ее придумали. Так и Азербайджан, собственно, местность Азербайджана, она была
севере Ирана всегда и часть этой местности. В России их называли татарами. Тюрки, мусульмане, татары. Все татары. Все. Переселено было в общей сложности, наверное, несколько сот тысяч населения. Были интересные моменты, как бы все вот такие параметры на историческом мифе. Ну, грубо говоря, что такое исторический миф? Исторический миф – это все, что не касается реальной жизни людей, но реальную жизнь начинают подгонять под какие-то моменты. Например, есть город, сейчас не скажу наизусть, то ли, не скажу. Значит, смотришь в Википедии. Деревня в Армении основана в 1830 году. Был там древний город, которого следы теряются где-то, значит, в первой половине первого тысячелетия нашей эры. Ну, это как бы реально мы видим, что такие вещи, да, они, значит, вот отбывались в сионистском проекте. То есть, значит, Получается, что тот город... ну, его не было. Приехали армяне из Персии. И вот, значит, на основу, да, не на том месте, просто название одинаковое. Место может быть туда-сюда, как бы, ну как там место? Например, столица Армении Ереван, ну, утверждают азербайджанцы, что просто по имени конкретного хана, который это основал. С другой стороны, армяне говорят, ерунда. Был город Эребуни. Эребуни 1500 лет назад. Это есть прямое продолжение. Ну, как говорится, видеозаписи не сохранились за прошедшую 1000 лет. Да, в общем-то, наверное, оба правы. Главное, что из этого не должны следовать жуткие выводы, которые начинают делать, когда безумие овладевает массами. Есть такая уже версия даже, что армянская, что вообще, значит, по-армянски Еревац, это значит показалась земля. Ну, она показалась. То есть, типа Ной, ну, Ной побег горы Арарат, ну что, есть видеозаписи, все что. И Ной говорил по-армянски, ну на каком языке говорит Ной? Это мне напоминает еврейскую шутку. Откуда мы знаем, что наш праотец Авраам носил штраймл? Это сказано, да, в Пятикнижии сказано. И направился Авраам в Бершеву. Ну так если выходит еврей в дорогу, как он может идти без штраймла? Конечно, он держит штраймл с собой. Так и тут, ну на каком языке мог говорить Ной? Конечно, на армянском. Еревац. Вот, значит, то есть речь идет о сотнях тысяч населения, перемещенного на то, что, как бы мы называем сегодня Восточной Арменией, по сути, если брать исторически, это будет правильнее сказать, земли Северной Армении. И мусульманское население было всюду диффузно рассеяно. Причем, в частности, сам город Ереван, это был очень маленький городишко, нигде не составляли армяне большую часть населения, ни в каких городах Закавказья. Но рассеяны были очень широко по всему Закавказью. Особенно в Тбилиси, в Тифлисе и в Баку. Это были культурные центры армянской диаспоры. Да, было все время какое-то количество земледельцев на землях, называемой Восточной Армении. Сложилось два диалекта, ставшие литературными языками, на основании письменного языка армянской церкви. Называется грабар, просто письменный язык, и два варианта, которые называют западноармянским и восточноармянским. Практически, если смотреть по географии, это с севера и юга армянское расселение. В общем-то, та историческая Армения, которая были предшествовавшие армянскому христианскому народу, значит, народности, она находилась на севере Анатолии, того, что мы сегодня называем Анатолия, Малая Азия. Дальше, итак, Россия имеет вот этот клин, собственно, вбитый в преимущественно мусульманское Закавказье. И грузины, они, конечно, не мусульмане, но они очень такие норовистые. А армяне были очень верны Российской империи. Смотрит на это дело Франция и говорит, что-то тут не то. Нам тут надо сейчас завалить двух, не зайцев, а слонов.
через армян. Мы будем раздувать армянский национализм, патриотизм, как хочешь называй. И начинается вот это движение, брожение среди армян, в первую очередь, Турецкой империи. Оформляется к 90-м годам прошлого века 3 направления политические среди армянской диаспоры. Ну, трудно сказать, где, собственно, историческая родина армян. Будем это все условно называть армянской диаспорой, потому что центры были по-любому Стамбул, Бейрут, Тбилиси и Баку. Это направление социалистическое по моде тех времен, партия Гончак. Это направление оголтело-шовинистическое, знаменитая партия. Ереван где? Ереван все еще был мусульманским городом, спокойненько, и никак не был армянским культурным центром. Его называли городом мечети в начале 19 века. Он сдавал лучшие времена, был торговым центром, потом был в занепаде, была там крепость, было там много мечетей, и фактически к началу 19 века там почти армян не было. Это не значит, что они не жили там до этого, опять-таки, да, ну как бы вот таким образом. Партия Дашнак Цутюн знаменитая. Ну, мы помним в советском, значит, эпосе бяки, грузинские меньшевики, азербайджанские мусаватисты и армянские дашнаки. Хотя это были совершенно различные политические течения, а дашнаки действительно были очень-очень оголтелой, собственно, и бандитской шовинистической группировкой. Сейчас немножко отметим дальше. И было, как полагается, либерально-демократическое направление, уже не помню, как оно называлось, Рамгабар, по-моему, либеральный. Ну, раз под французским влиянием должны быть либералы, хотя бы для вида, да. Вот. И начинаются террористические акты со стороны армян. Ну, жалобы понятные, угнетение. Что означает угнетение? Что все находятся под властью османского султана. Это плохо и досадно. Мы хотим свою власть, хотим, чтобы пришли европейские державы, и они наводили тут порядок. Например, курды. Есть такой народ курды. У них по сей день своего государства нет. Это горский народ, народ иранского корня. Народ горский, очень такой воинственный. И они там всячески ерошили это дело в Турецкой империи во второй половине 19 века. При этом они собирали своего рода дань с армянского населения. И, соответственно, эту дань армяне не должны были платить центральному правительству в Стамбуле. То есть они были где-то и вооруженной рукой Турецкой империи. Ну, вспомним, что освободитель Святой Земли от крестоносцев, мы до него дойдем, когда будем говорить о третьем проекте. Салах ад-Дин, он был по происхождению курдом. Такой мусульманский народ, очень интересный, своеобразный. И вот они начали вести партизанские действия против самой Османской империи. Местами где-то кого-то грабить, а где-то защищать границу и всякие выполнять. Как мы знаем, всегда, если где-то есть какие-то вооруженные люди, да, то они не совсем то, что они говорят. И то, что они делают, есть за этим много разных. И оказалось, что армянские националисты, собственно, они более организованные, ну, развитые в конце концов. И в конце концов армяне были тоже народом поголовной грамотности, что важный момент, поэтому они занимали место очень видное в Турецкой империи. Ну, в Иране тоже, но меньше, потому что в Иране всегда был очень сильный такой и националистическая ксенофобия и конфессиональная, именно в Иране. Они направляли действия этих партизанских курдских отрядов. Ну, узнав такое дело, высокая порта сказала, знаете что, давайте тогда все-таки платить нам этот налог. Ну, если этот налог идет на то, чтобы, собственно, подрывать стабильность, да, в Османской империи, это только одна деталь из того, что там происходило. Под лозунгом «даешь независимость» начали происходить террористические акты. Очень интересно, как себя назвали
Вообще они были большие мастера, как мы сейчас увидим, придумывать на своем тоже очень своеобразном языке. Но они говорят, мы прямые потомки хурритов. Это, собственно, индоарийское население, коренное Малой Азии. Их идентифицируют с народом хиттим, который в Танахе. Да? В армянском языке примерно 1000 корней своеобразных, значит, древних индоарийских корней. И говорят, что это вот хурритские. 5000 корней тюркские, 5000 иранские. Ну и понятно, что среди тех, кто жил, соответственно, на тюркских землях больше процент этого, на иранских больше процент этого и т.д. Значит, а тут они просто взяли простое арабское слово, понятное всякому, кто жил на Ближнем Востоке последних 100 лет. Фидаи. Это так называется. Сегодня употребляют слово шахиды, да, ну, как бы. А немножко назад террористы или партизаны палестинские, как ни называют, они себя называли фидаи. Это слово как бы искупительное. Ну, шахид это, значит, со словами Аллах Акбар, он свидетельствует величие Аллаха, погибает. А фидай от слова искупать. То есть он своей жизнью, значит, приносит ее ради достижения цели, искупает. Кто знает древнееврейский язык, слово пдут, избавление или вдот, избавлять, да? Начал называться фидаями. Был нашумевший террористический акт страшный в Стамбульском банке, всякие другие. Тем временем в Российской империи уже, как мы знаем, классовые аспекты никто не отменял, и цивилизационные аспекты никто не отменял. И, собственно, невозможен здравомыслящий анализ истории, не принимая во внимание обе эти динамики, цивилизационно классовые. В Российской империи классовые моменты занимают первенствующее место в начале 20 века. А партия Гончак, она конкретно социалистическая, Дашнак, Цутюн, они вообще-то начинают действовать по принципу «гуляй, Вася». То есть все гады, а мы, армяне, молодцы. И, собственно, Российская империя начинает видеть партии Дашнак Цутюн врагом государственного строя, империи. Был процесс партии Дашнак Цутюн. Одним словом, начинает как раз таки Российская империя больше обращать внимание на тех самых закавказских татар. Они консервативные. В Баку была армянская буржуазия и мусульманская буржуазия. В основном. Ну, среди крупных тузов. И вот понятно, что они были связаны с капиталом в Москве и в Петербурге, да. И вот эти консервативные мусульмане, в общем-то, они верны. А эти армянские тузы, собственно, они, очевидно, те, кто финансирует, но бесплатно птичка не поет. Вот это, значит, всяческую террористическую деятельность. Немножко разворачиваются тут эти моменты. И в ходе, скажем, Первой русской революции, ну, как утверждают, по крайней мере, значит, армяне, особенно социалисты, царское правительство подстрекало этих самых мусульман закавказских, значит, против армян. Ну, может быть, не подстрекало, может быть, как-то дало событиям происходить. Как раньше царское правительство организовывало еврейские погромы. Но оно не организовывало, оно вообще мало могло организовывать подобные вещи. Но смотрели местами, значит, сквозь пальцы. После Александра III. Разваливается Российская империя. После февральской революции начинают объявлять самостийности, незалежности различные национальные районы. Где-то месяц существует Закавказская республика с Закавказским сеймом, которая немедленно распадается на 3 части. Надо как-то растаскивать территории. Понятно, идеи нации, они, в общем, давлеют над всеми. Это идеи европейского национализма, либерализма, неразрывно с ним связаны. Безусловно, атеизма, так, дарвинские идеи. И, в общем, не держаться их, это просто не комильфо. Одни азербайджанцы, они как раз-таки никакого этнического национализма не проповедуют, они проповедуют современное либеральное государство в исламском духе. Собственно, это была программа партии Мусават. Мусават означает равенство, если что. Вот.
А грузины, армяне активно на повестке национализма, как-то они между собой делят. Короче, объявляется Араратская республика с площадью 10 тысяч квадратных километров. Запомним эту 100 цифру. на 100. Запомним эту цифру. Дальше она успевает повоевать с Грузией, с Азербайджаном и с Турцией. То есть со всеми соседями она успевает повоевать. Ну, мы можем себе представить, что республика новосозданная с минимальной площадью, без вообще каких бы то ни было ресурсов, которая воюет со всеми соседями сразу, какой она будет иметь потрясающий успех, в кавычках. Я в свое время изучил интереснейшую книгу, купил в Израиле в букинистическом магазине, документы внешней политики Советского Союза. Там были документы 20-21 года. Собственно говоря, как Советский Союз спасал эту самую Армению в качестве армянского этнического государства. Мешался туда Сталин. В какой-то момент фактически вот эта едва созданная Армения должна была стать вассалом практически Турции. Да. Сдали то оружие немного, которое у них было, подписали договор. В этот момент объявляют восстание армянские большевики.